Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. И после небольшого перерыва мы вновь с вами находимся в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак». Почему после небольшого перерыва? Потому что накануне был сыгран очередной матч ЮФЛ среди возрастной категории до 16 лет, где спортивная школа «Сахалин» принимала команду СКА Хабаровск. Со счетом 1-0 победу одержали гости, команда СКА Хабаровск. Напоминаю, сегодня 10 июня, понедельник, местное время 19:00. Погода облачная, температура воздуха 15 градусов тепла. Футбольное поле после предыдущего матча также находится в отличном состоянии. Встречаются сегодня в игре пятого тура первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей до 18 лет спортивная школа «Сахалин», город Южно-Сахалинск, и СКА Хабаровск, город Хабаровск. Команды уже на поле, вышли для командного фото. И есть время познакомить вас с бригадой судейской, которая сегодня работает на этом матче. Так, матч обслуживает судейская бригада в следующем составе. Судья в поле Халафов Эльдар Ширин, представляет город Хабаровск. Ему помогают Наумкин Олег и Пак Константин, город Южно-Сахалинск. Инспектор матча Крысин Михаил Вячеславович, город Хабаровск. Итак, дорогие друзья, небольшая подготовка команд к игре. Судья посматривает на секундомер и готов дать свисток для начала игры. И вот прозвучал свисток к началу игры. Игра началась. Передача в разрез на правый фланг. Номер выходит 1 на 1. Защитник с трудом отбивает мяч на добивание. В итоге судья зафиксировал вне игры. Доставка вперед, прервана игроками Хабаровска. Пас вратарю. Он переводит на левый фланг. И была перехвачена передачей. И в итоге аут выводит команда СКА Хабаровска. Номер 4 Зарецкий Ростислав, 11 номер Клетменцев Даниил, номер 6 Секирин. Сейчас буквально после объявления диктора я объявлю стартовые составы, которые находятся на поле. А пока Сахалин атакует. Неудачный сброс. И в итоге от ворот будет вводить вратарь команды СКА Хабаровск Ляхов Богдан. Итак, кто же сегодня вышел на поле? Наши гости. Команда СКА Хабаровск. В воротах под номером 1 Ляхов Богдан. Защитники. 4 номер Зарецкий Ростислав, капитан команды. 14 Головнин Кирилл. 2 Баранов Илья. 11 Плетминцев Даниил. Полузащите 6 Секирин Артур, 23 Гончарук Дмитрий, 3 Артюхов Артем. И впереди у хабаровчан играет 24 Серин Геннадий, 7 Хусаинов Артем и 9 Филиппов Никита. Посмотрим атаку Сахалина. Аут вблизи
Штрафной гостей. К мячу подходит Шрейдер Герман. Наброс на ближнюю, сброс вдоль ворот, удар по воротам. И Свиридов Дмитрий пробивает выше перекладины. Итак, состав хозяев. Команда Сахалин. Ворота защищает Щепанский Артем. В обороне действует 6-й номер Шрейдер Герман. 4-й Полякин Егор, капитан команды. 3-й Голубев Эльмир. 9-й Зайцев Илья. В полузащите 65-й Фоменко Владислав. 20-й Ким Олег. 10-й Долин Никита. И в атаке 27-й Савенков Тимофей. 99-й Василишин Александр и 8-й Свиридов Дмитрий. А тем временем хозяева заработали штрафной. Посмотрим. Вот удар по воротам. Удар по воротам, но немножко не точно. Мяч пролетел над перекладиной. Хабаровск тут же разыгрывает мяч. Хозяева довольно-таки активно вступают в подбор. Даже переусердствовали и нарушили правила. Штрафной пробьют хабаровчане. Пока игра идет в середине поля, ознакомимся с запасными игроками команд. Команда СКА Хабаровск. 20 номер Балаков Артем. 25-й Григорян Гор. 21-й Каменев Арсений. 16-й Кляняев Даниил. 12-й Макарчук Денис. 15-й Сафонов Глеб. 19-й Уйба Вячеслав. Главный тренер команды Сапежников Александр. Хозяева команда спортивная школа Сахалин. В резерве находится под 90 номером Прищеп Иван. 7-й номер Дусалевич Тимур. 19-й Еремин Артем. 5-й Кириенко Алексей. 15-й Молчанов Ярослав. 23-й Соколовский Владимир. И 17-й Червяков Алексей. Главный тренер команды Руссу Виталий. Итак, продолжаем наблюдать за матчем. Видно, что немножко гости активизировались. Пришли на половину поля Сахалина. И вот ищут возможность для удара. И удар состоялся. Ну, собственно, Щепанский Артем, вратарь команды Сахалин, контролировал удар и, сопроводив его взглядом, вводит мяч от ворот. Призывает себе команду, что он будет выбивать. Раз, два, три. Сыграли головой игроки Сахалина. Простите, СКА. Но и хозяева дают возможность спокойно играть на первый мяч, верховые мячи. Передача во фланг направо. В штрафную площадь зашел. Подача. Вернее, прострел. Попытка, но блокирована защитниками хозяев. Ищут возможность предложения атаки хабаровчане. Но здесь мяч потерян. В результате выхода за линию поля аут вводят хозяева. Опять Шрейдер. Как ногой делает передачу? Руками. Ну, здесь зацепил. Зацепил за ногу Долин Никита, игрока Хабаровского СКА. Разыграли мяч хабаровчане. Но здесь какая-то неумелая попытка
прессинговать Свиридовым Дмитрием. Хотя количества для этого было достаточно. Нарушение правил с мячом. Ска. Опять пас назад вратарю. И длинная передача вперед по центру. Подбор опять остается. Так. Нарушение правил, по всей видимости. Игры не было. Удар по воротам. Но у Долина Никиты мяч свалился мимо ворот. Высоко встречает хозяева. И вынуждены игроки СКА Хабаровска просто выбить мяч за линию поля. Аут вводят хозяева. Опять у мяча Шрейдер. Заброс. И Фоменко, пробив головой, но вратарь Ляхов Богдан среагировал на его удар. Мяч шел в створ ворот. С такими аутами и угловых не надо. Полякин просто выбивает мяч вперед. Зарецкий с мячом. Неточная передача вперед, но тут же исправляется, играя головой. Ну, здесь явно Долин находится в положении игры. Он сам это понимал, поэтому остановился и не стал продолжать игру. Зарецкий передает мяч в середину. Там неточная передача, потеря. Свиридову не дают принять мяч. Ну, неточная передача назад, и в итоге мяч уходит за линию аута. Это самоотверженно у нас левый защитник Баранов Илья сыграл. Не дал заработать угловой хозяевам. Ну, как я уже говорил, что с такими аутами и угловые не надо. Посмотрим. Полякин на ближней штанге пытался сохранить мяч. Опять мяч на фланге. Подача. Сброс под удар. И гол. Фоменко Владислав. Фоменко Владислав головой. Сбросил под удар Долин Никите. И Никита блестяще исполнил. Щекой положив мяч на исполнение в дальний угол. Дальний угол от ворот. Счет 1-0 в пользу команды Сахалин. Гол был забит на 11-й минуте. Ну, собственно, вот вам и началось. Вернее, начало завершения удара по воротам. Все это было с аута, продолжение аута. В исполнении Шрейдера Германа. Посмотрим, чем ответит Хабаровск. Хотя хозяева и не дают им, собственно, много простора. Постоянно пытаются идти в отбор, коллективный отбор.
Что-то непонятно. Второй раз останавливает игру. Нет, в итоге матч продолжается. Среди двух. Вот видите, двух-трех проходит, четвертый уже накрывает. Неплохо выглядят хозяева при отборе мяча на чужой половине поля. Так. И здесь перехват. Ну, обошел одного, Герман Шрейдер. Не смог обыграть второго, в итоге мяч потерял. С мячом хабаровчане. Попытка сделать передачу на левый фланг. Вот и со второй попытки доставка мяча удалась. Штрафной под удар партнеру, но тут же там сыграли на опережение хозяева. Опять удар по воротам. Блокируется. Под мяч бросается. Опять игроки Сахалина. Мяч у Хабаровска, не нелепая ошибка. Попытка сделать передачу. Ну, поторопился явно. Явно поторопился. Савенков Тимофей с передачей, не готова была еще позиция. Отбор мяча хозяева. Передача Свиридову. Свиридов опять пытается по правому флангу достать мяч, но Долин Никита немножко не рассчитал передачу с силой. Поэтому вратарь первый был на мяче. Вывел мяч в поле. Завязалась борьба и в итоге аут. Вбрасывает команда СКА. Вот это уже акробатические этюды в исполнении Плетминцева Даниила. Попытка вывести нападающего по центру. До Кима Олега передача не дошла. С мячом Хабаровск. И здесь даже нарушение правил в атаке. С мячом хозяева. Штрафной удар. Шрейдер легко, свобода между двух. Прошел, держит передачу. Ну, неплохо было задумано. Но не прошла передача от Никиты Долина. В одно касание в разрез. На Савенкова Тимофея. Хабаровск штрафной. Тут же на ноге сидят хозяева. Долин пытался найти передачи впереди Свиридова. Мяч потерян. С мячом Хабаровск. Диагональный перевод на правый фланг. Здесь уже опять вдвоем Голубев и Савенков. И 24 номер СКА Хабаровск Серин Геннадий нарушает правила. Штрафной. С мячом Шрейдер. Разыграли. Передача назад. Нерасчетливая. Которую Фоменко хотел дать в ноги, но в итоге мяч вышел за бровку поля. Аут. Доставили опять во фланг. Ну, не хотят подавать. При любой возможности Хабаровск играют наверняка. Посмотрим, что с этого получится. Потому что, видно, настрой команды Сахалина очень на высоком уровне. Так. В подкате достает мяч игрок команды СКА. Но тут же блокируется подача. И первым на мяче Свиридов. Набирает по центру, ждет, увидел, что вратарь вышел за ворот. Но мысль была очень хорошая, но исполнения не было. Ну, главное, человек видит поле. А исполнение придет.
левый фланг доставка. Вход в середину, удар по воротам. Значительно далековато от штанги уходит мяч за линию ворот. Свободный удар от ворот. Будет исполнять Щепанский Артем. Опять призывает игроков к тому, что он сейчас будет выбивать мяч. Никакого розыгрыша не будет. В итоге опять аут. И опять через вратаря пытается начать атаку. В итоге подскальзывается. А непосредственно Шрейдер потерял мяч. Тут же в подкате пытался произвести отбор, но мяч у СКА. Перевод на правый фланг. 24 номер входит в середину. Там коллективный отбор, но не глядя, Никита Долин не поняли со Свиридом друг друга. В итоге мяч у хабаровчан. Ляхов Богдан начинает атаку. Длинный диагональный налево. Непонятно, что хотел делать Свиридов. Хотя мог спокойно принимать мяч на грудь и, соответственно, дальше уже искать варианты. Опять диагональ влево. Опять играет у нас Зайцев Илья головой. Борьба за мяч. В итоге игра рукой. Показывает главный судья матча Халафов Эльдар Ширин. И с мячом СКА Хабаровск. Здесь просто играет Полякин, не дав провести быструю атаку команде соперника. Аут. Тут же накрываются игроки СКА Хабаровска. Буквально немножко не удалось сохранить мяч хозяевам. Но тем не менее борьба все же продолжается за контроль над мячом в середине поля. Ну вот перевод. И здесь вот более-менее Плетминцев Даниил может спокойно начать атаку через своих партнеров по линии обороны. Что они и делают. Также подключают вратаря. Ну и диагональ налево. Нет. Поменял свое решение. Ляхов Богдан. И тут же был почти чуть не накрыт Никитой Долиным. Вот диагональный левый фланг. Там Зайцев Илья не дает себя обыграть, и гости вынуждены сделать передачу назад. Длинная вперед, но Щепанский Артем все это ждал, вышел и спокойно взял мяч в руки. Полякин пытается средней передачей на Свиридова, но немножко не точно, и мяч потерян. Теперь атаку начинают хабаровчане. Вот здесь два игрока Хабаровска почему-то оказались в центре поля свободны. Спокойно получили мяч, но Голубев
Неудачно принял. И мяч опять. И СКА. Такая же ошибка. Отворот. Также начало от вратаря, защитников, мяч в середину, но здесь потеря мяча, неточная передача. И Гончарук Дмитрий нарушает правила. Сыграна уже половина первого тайма. Счет 1-0. Впереди команда спортивная школа Сахалин. Так, посмотрим за штрафным. Стенка установлена. Полякин пробегает, разыграли. Долин, но там защитники СКА были готовы к этому розыгрышу. Мяч заметался среди ног в штрафной, но в итоге он оказался у 7-го номера Хабаровчан, который пытается сохранить мяч в одиночку, но его троем накрывают, но неудачно. Неудачно себе пробрасывает на ход. В атаке СКА. Теперь вышли на свободную зону. И все равно уже тут же Зайцев прессингует. Теперь уже накрывает СКА. Игроков Сахалина. Даже в касании не успевает делать передачу своим партнерам. Но в итоге аут вводит Зайцев Илья. Свиридова в приеме оттеснили, и поэтому теперь команда СКА Хабаровск также будет уводить мяч из-за боковой. Ну вот, буквально подряд угловые то в одну, то в другую сторону. И опять с мячом Герман Шрейдер. Ну, тут на этот раз первые на мяче игроки СКА. Секерин Артур вынес мяч головой. Опять борьба за инициативу, за подбор. Вот Свиридов подхватывает мяч. Но защитники в подкате и вне игры. Нет. Нет, Свиридов разобрался в этом моменте. Молодец. Не стал идти на мяч, касаться его. Удар поворотом в ближний угол и угловой. Угловой. Угловой идет подавать Олег Ким. Что-то не понравилось судье вблизи ворот в сутолке. Кто-то кого-то толкает, кто-то кого-то цепляет. Попросил успокоиться игроков и продолжить игру. Подача на ближнюю штангу. Полякин продолжает головой сброс и угловой показывает судья.
Свиридов пытался ножницами через себя пробить, но защитники на этот раз оказались быстрее. Просто выбили. Так, розыгрыш. Долин опять на дальнюю. И тут опять Фоменко. Фоменко второй раз уже немножко вон. Чуть-чуть ему не хватает. Здесь нерасчетливо опять Голубев, но Шрейдер в подкате забрал мяч и начинает атаку. Долин. Хороший пас в разрез, но Свиридов был вне игры. Я говорю о передаче, не нахождении игрока. Так, длинная передача вперед. Вне игры. Вне игры. Показал помощник. Константин. Нерасчетливо передача на левый фланг верхом. В итоге мяч вышел за линию аута. Не дают так просто Свиридову принять мяч, взять под контроль. Также ошибся вратарь. Фоменко входит. Но тут же он сам себя исправил. Бил Фоменко в дальний угол низом. Так, что там? Желтая карточка. На 30-й минуте показано Никите Долину. Так, вот здесь требуется помощь кому-то из игроков. СКА. Врач команды уже на поле оказывает необходимую помощь. Александр Сапежников делает какие-то указания своим игрокам. Ну вот, все нормально. Да, еще врач не покинул поле. А судья начал игру. Но резервный помощник Уланбеков Милан подсказал ему в этом эпизоде. И мяч опять заново разыграли хабаровчане. Длинная передача вперед. Здесь руками 9 номер Филиппов Никита. Задерживал Германа Шрейдера за верховой мяч. Полякин. Ну, это такой нерасчетливый пас верхом вперед. Мяч у вратаря хабаровчан. И в итоге подбор. Так. Это у нас 9 номер. 9 номер. Филиппов Никита. На 33-й минуте получил желтую карточку. Штрафной у мяча Полякин Егор. Желтую карточку в команде СКА Хабаровск получает номер 9
Швейна диагональный проект, но вратарь первый будет на мяче. И тут же будет вперед, но не точно. Опять мяч у Ляхова. Теперь уже ногой. Здесь Полякин ровно принимает на грудь, но неточная передача от него вперед, но тем не менее на подборе Ким делает передачу своему вратарю Щепанскому Артему. Да, здесь Фоменко не был, трое это были, что с головой тогда. Немножко не хватило мастерства, хотя головой довольно-таки сложно мягко себе пробросить мяч вперед на такой скорости. Здесь Голубев примеру не дал. Не дал мячу дойти до Хусейнова Артема. Мячом владеют хабаровчане. И здесь же опять фол в атаке. Гончарук Дмитрий, находясь с мячом, потеряв, вот тут же нарушает правила. Еще даже непонятно, потеряв ли. Даже где-то спорный мяч. Так, диагональная влево. Савенков. Надоли на Никиту. Ну, здесь Головнин Кирилл ставит корпус 10-му номеру сахалинцев. Пытаются выйти левым флангом. СКА. Длинная передача вперед, но тут же опять защитники, но на подборе опять первые хабаровчане. Вот на свободном пространстве вводит игрока на левом фланге. Двоих вокруг себя собрал Гончарюк Дмитрий. В итоге потерян мяч. И вот Долин Никита на подборе пытается тут же первым касанием Свиридова отправить 1-1 на рандеву с вратарем. Здесь не игры. Явно не игры. И даже здесь после свистка шестой номер Секерин Артур сделал удар по воротам, хотя длинный заброс вперед по центру и просто легкая добыча для вратаря. Ну, собственно, все, что касается в зоне нахождения, в зоне ответственности Полякина Егора, то верховые мячи, все он выигрывает. 37-я минута первого тайма. Счет по-прежнему 1-0 в пользу команды спортивная школа Сахалин. Аут. Вводят хозяева. Зайцев на Свиридова. В итоге мяч потерян. И опять мяч у Ляхова Богдана. Видите, как немножко поменялось. При счете 0-0 начало атаки было
через защитников от вратаря. А сейчас он просто выносит мяч вперед. Так, левым флангом продолжается атака Хабаровска. Прострел. Неудачно сыграл Шипанский, но тем не менее защитники подстраховали его. И на Свиридова. Свиридов сохранил мяч, сделал передачу назад. И тут же на Свиридова, но не точно. Опять аут будут вводить игроки СКА Хабаровск. На этот раз Ляхов делает передачу через Головнина Кирилла. Так, непонятно, что Савенков хотел здесь сделать. Какие-то финты самому себе. И в итоге мяч у Хабаровска. Теперь аут будут вводить хозяева. Опять к мячу идет Шрейдер. Соответственно, все игроки в створе ворот. Свиридов был первый на мяче. Но после удара Полякина мяч улетел далеко за пределы поля. Через короткий пас вышли в центральную часть поля. СКА Хабаровск, левым флангом идет атака. Зайцев не дает себя обыгрывать. Заставляет. Нет. Все-таки проходит. Вот здесь уже Полякин. Первый на мяче. Но немножко неудачно подрабатывал мяч на вираже на скорости. В итоге аут. Да, все правильно. Это не аут. Неправильно вел мяч игрок. Секирин Артур команды СКА. Поэтому хозяева ввели, но тут же потеряли. Так, вне игры. Да, явно вне игры. Не оценил Долин ситуацию. Просто стоял на месте. Передача в зону, но никого там, и в последнюю очередь уже Никита Долин включился. Он этот мяч. Итак, смотрим. Там Полякин Егор. И вот хороший сброс головой. Передача у Долина. Выбирал, кому дать. В итоге сделал передачу назад. И голубый Фельмир в простой ситуации теряет мяч. Не поняли они друг друга с Савенковым. Гости с мячом. Я напоминаю, что уже сыграно 42 минуты первого тайма. Счет 1-0 в пользу хозяев. Не могут хабаровчане за счет коротких пасов вскрыть оборону сахалинцев. Пока это удается только лишь в центре поля.
Но на подступах штрафной. На подступах штрафной. Ничего у них не получается. Точнее сказать, не дают. Ничего не дают сделать игроки обороны Сахалина. Дулин первый на мяче. Но сбрасывать ему некого. Савенков также не пошел в поддержку атаки. В итоге аут ввели хабаровчане. Опять начинают атаку через вратаря. Перехват. Казалось бы, Сахалин завладел мячом, но опять не точно. Хабаровск в борьбе. Так. Потеря мяча. Щепанский на Свиридова. Фоменко с мячом. Опять на Свиридова. А кому он будет там делать передачу? Но в итоге в борьбе защитников, но все-таки попытался Свиридов пробить поворотом. Ну, несколько так затяжная атака хозяев. Вот пошла последняя минута первого тайма. Вот здесь Фоменко нарушает правила, задерживая соперника руками. Опять пас назад, вратарю. Опять на левый фланг. Вот, собственно, к основному времени первого тайма добавлено 2 минуты. Но вы помните, была задержка, где оказывалась помощь. Поэтому и добавили 2 минуты. Опять борьба за контроль в центре поля. Прошла передача на левый фланг. Подача. Самоотверженно. Здесь он Шрейдер в падении выбивает мяч подальше от своих ворот, разряжая обстановку. Понимает, что счет идет буквально уже на секунды. Но тем не менее, судья указывает, что мяч надо ввести от ворот. Первым касанием Головнин Кирилл отправляет мяч далеко в аут. Ну, простите, это Зарецкий Ростислав, номер 4. Ну, не имеет значения. Главное, мяч потерян. Это на руку, конечно, хозяевам. Но теперь аут. Будет гости. Зарецкий с мячом. Рискованно. Головнин чуть не потерял. В итоге Плетнинцев вынужден мяч вернуть вратарю. Все диагональные передачи идут в сторону Гончарука Дмитрия, который расположился на левом фланге. Вот в итоге звучит свисток об окончании первого тайма. Поэтому команды идут отдохнуть. Давайте немножко отдохнем и мы с вами. Не прощаемся.
Второй матч пятого тура юношеской футбольной лиги Дальний Восток между командами спортивной школы «Соколин».
значит 1-1? Почему так? Что-то 1-1. Нет такого, что-то предпосылок даже. Так, что у нас? 12-я минута. Ну, это уже на усмотрение судей должно быть 20:00. Ну, начали. Ну, добавленное время. Переиграли немножко, начали на минуту-две позже. То есть в итоге так оно и получается. Хотя перерыв, по правилам, дается не больше 15 минут. Может и 12 быть. Через 12 начаться игра. Что-то сейчас 9-й год, да, в первом матче что-то они должны были выиграть. Да. Ну, выиграть. Хотя бы в ничью сыграть, забить пенальти. То было бы как бы. Сколько у них? Три момента железно, да, было? Да. В конце там первого тайма они завладели инициативой. Не, ну да, наши неплохо выглядят, неплохо. Сейчас посмотрим. Спасибо. Так и надо с ними нахуй. Раз все
Итак, дорогие друзья, все готово к началу второго тайма между командами спортивной школы Сахалин и СКА Хабаровск, город Хабаровск. Так, второй тайм начался. Напоминаем, что счет после первого тайма 1-0 в пользу команды спортивная школа Сахалин. Гол на 12-й минуте забил Долин Никита, номер 10. Длинная передача направо. Прострел вдоль ворот. И не коснувшись никого, мяч оказался 24 номера Северина Геннадия. И он заработал угловой для своей команды. Итак, подача. Подача на дальнюю штангу. Но там мяч по дуге покинул линию ворот. В итоге мяч у Щепанского разыгрывает со Шрейдером. Шрейдер делает передачу вперед. Опять-таки мяч был потерян, тут же перехвачен игроками Сахалина. Лекким делает передачу назад. Здесь неточная передача, но и также прием. И получился у игрока СКА, и мяч заметался от одной команды к другой. Вот хороший перевод на правый фланг. Но здесь Василишин ждал этот мяч. И Баранов Илья не дал ему принять. В итоге Хабаровск начинает свою атаку. Мяч у Северина Геннадия на левом фланге. Подача в штрафную. Неудачная срезка у Голубева. Но Щепанский все взял под свой контроль. Первым на мяче был Василишин, но одним касанием не точно отдал мяч Хабаровский, что, собственно, и хабаровчане. Также длинной передачей вернули мяч спортивной школе Сахалин. Щепанский опять выбивает. Опять одним касанием хотел Василишин, тем не менее сделал короткую. Нет, не получилось. Передача у Зайцева Ильи. Полякин первый на мяче. Хотел сам Олег Ким за счет финтов, ложных показов пройти. Но мяч потерян, но здесь здорово на перехвате сыграл. Опаньки, что у нас там? Но помощник судьи уже поднял флажок. Мяч пробьют гости. Мяч разыгран. Опять хозяева перехватили немножко верхом, не точно, неудобно. Свиридов давал на Фоменко. Ким с мячом на левый фланг. Савенков. Прострел вдоль ворот. Да. Нестандартно хотел сыграть. Свиридов Дмитрий. Но тем не менее угловой заработал. Разыграли хозяева.
дал удар по воротам, но в таких позициях, конечно, это просто хлеб для вратаря. Лежит на поле игрок команды СКА Хабаровск. Здесь, собственно, была силовая борьба с Фоменко Владиславом в пределах правил. И опять нужна помощь врача. Врач на поле. Опять игра остановлена. Прошло 5 минут второго тайма. Напоминаю, счет 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Ну, пока оказывается помощь. Попейте чайку, уважаемые друзья. Будем надеяться, что все в порядке, но игроки сигнализируют. Что надо делать замену. Под руки вводят Артюхова Артема. Нет, видно, не все так просто, раз левое колено у него не разгибается. Будем надеяться, что все это со временем быстро пройдет, что ничего серьезного не было. Ну, теперь вынужденную замену должен сделать наставник команды СКА Сахалин, Сапежников Александр. Так, и вот место травмировано. Так, минутку, удар по воротам не точно. Место травмировано Артюхова Артема. На поле вышел Макарчук Денис, номер 12. Простите, еще не вышел, а готовится, готовит замену, да. Начало атаки с правого фланга. Заброс вперед на Свиридова. Выбегает из-за спины защитника, тем не менее. Головнин Кирилл сохраняет мяч. И тут нарушает правила хозяева. Штрафной пробьют гости. И вот замена на поле. Вышел Макарчук Денис, номер 12. Повторю, что заменил он травмированного Артюхова Артема, номер 3. Итак, Сахалин в атаке. Но неточная передача. И здесь уже с мячом хабаровчане. Седьмой номер развил приличную скорость с мячом. Это был Хусейнов Артем. И только нарушением правил хозяева могли остановить его прорыв. И штрафной со стороны гостей. У мяча Серин Артур Секирин Артур и Серин Геннадий. Так, подача в штрафную. Вот первым на мяче. Опять оказалась оборона Сахалина. И вынуждена была отправить мяч
на угловой. Угловой подают гости. Подача. Щепанский кулаком. Отбивает мяч. На аут. В команде спортивная школа Сахалин замена. Вместо Свиридова Дмитрия номер 8 на поле вышел Кириенко Алексей номер 5. Не игры, показал помощник главного арбитра встречи. Я напомню вам, уважаемый любитель футбола, что 29 мая в игре 4-го тура СКА Хабаровск принимал команду из Благовещенска. И победу с крупным счетом 8-0 одержали хабаровчане. Голы у СКА Хабаровска забивали. Хет-трик оформил Дмитрий Гончарук. И по разу отличились Геннадий Серин, Ростислав Зарецкий, Артур Секерин, Артем Хусаинов и Никита Филиппов. Игра 4-го тура команды спортивной школы Сахалин была перенесена. Отворот разыгрывают хабаровчане. Но что-то усмотрел не так и попросил повторить розыгрыш. Нет, значит, это был спорный мяч. Неудачный прием. И здесь уже в итоге мяч оказывается у Щепанского. Длинный вынос вперед. Кириенко. Сброс на Долина. Здесь опять Щепанский. Но по турнирному положению после 4 туров наши гости СКА Хабаровск занимают первое место с 12 очками. Хозяева команда Сахалин находится на 4-й позиции, набрав 6 очков. Но напоминаю, что у Сахалина на одну игру меньше. С учетом того, что сегодняшняя игра не учитывается. Все это будет учитываться после окончания игры. Угловой подают гости. Подача. Опять закручивается мяч в створ ворот, но Щепанский все это предвидел и легко завладел мячом. Ким с мячом. Длинная передача вперед на Кириенко. В итоге он оказался на земле. И СКА Хабаровск, вернув мяч вратарю, пытается организовать атаку. Опять мяч налево. Серину Артуру. Секерину, простите. Рискованно пробрасывался мяч вперед, но все равно, но тем не менее Полякин. Ну, в итоге Полякин, да, затолкал, но какое было желание, рвение завладеть мячом. Теперь игрок хозяев лежит на поле. Это Савенков Тимофей. Здесь тоже вынужден доктор команды выбежать за тем, чтобы
чтобы помочь с чем-либо. Опять небольшая пауза. А сыграно 15 минут второго тайма. Счет 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Ну, по всей видимости, также у хозяев будет вынужденная замена, потому что готовится Друсалевич Тимур. Но пока Савенков Тимофей еще на поле, ему оказывается помощь. Также он не может самостоятельно выйти. Ну вот уже по вынужденной замене каждая из команд произвела. Так, вместо Савенкова Тимофея 27-й вышел Друсалевич Тимур, номер 7. Заброс вперед. Ну, первый на мяче Шрейдер контролирует мяч. Спокойно дают ему выкатиться за линию поля. Аут. В борьбе завладели мячом гости. Так, заброс на Долина. В итоге мячом овладели хозяева. Мяч у Кима. Немножко нерасчетливая передача на Фоменко вперед. Опять Ким с мячом. Передача назад. Заброс вперед. Вот здесь уже Василишин Александр немножко не успел. И защитники скарывают мяч в аут. Так, с мячом Шрейдер Герман. Наблюдаем за этим аутом. Нет, мяч выносится на линию. А куда Щепанский побежал? А вот куда. Оказывается, просто предугадал события и оказался там, где будет мяч в эту секунду. Борьба за подбор, за контроль мяча. Немножко не поняли друг друга. И здесь уже
Судья зафиксировал нарушение правил со стороны Долина Никиты на Гончаруке Дмитрия. Гости пробьют. Ну, они разыграли. По центру передача, сброс и передача на правый фланг. Прострел вдоль ворот, но мяч покидает поле. От ворот. Длинная передача верхом на левый фланг. Надеюсь, выиграть борьбу. Так, оно и получилось. И здесь сбивают Кириенко. А нет. Даже зрители на трибунах не поняли, оказывается, положение вне игры. Так, атака опять с правого фланга смещается. Перевод на левый фланг. Была ударная позиция 12 номера СКА Хабаровск, но тем не менее мяч у Олега Кима. Опять вступает в обводку и теряет мяч. И здесь уже Голубев Эльмир самоотверженно в подкате срывает атаку соперника. Но судья не отреагировал, значит, было все в пределах правил. Просто оба игрока столкнулись в мужской борьбе. Но все встали, все живы-здоровы и продолжают играть. С мячом гости. Мяч у Щепанского. Передача на Василишина, но он даже не пытается побороться за мяч. И защитник просто выносит на половину поля хозяев. Пока Хабаровск владеет мячом на подступах к штрафной. Перевод на правый фланг. Подача в штрафную. И здесь очень опасно. Оставили одного игрока 9 номера Филиппова Никиту, который в падении пробивал поворотом, но, к счастью для игроков Сахалина, пробил выше. А был он абсолютно один. Первые на мяче были игроки Хабаровска, поэтому они взяли мяч под контроль. Неточная передача. Заброс на Друсалевича. Первым оказался Плетнинцев Данил. А вот воют хабаровчане. Хусаинов Артем. Уже центральных защитников входят через центр. Здесь потеря мяча. Мячом завладели гости. Передача направо. Долин посмотрел, кому делать передачу. Но там только был один Кириенко. Поддержки атаки не было. Передача на левый фланг прошла Сеину Геннадию, но судья зафиксировал вне игры.
Кириенко сбрасывает, но на мяче первые игроки Хабаровска. Опять диагональная передача налево. Вот здесь Василишин пришел на помощь своим защитникам и выбил мяч в аут. Передача назад. В итоге с мячом вратарь Ляхов Богдан. Заброс вперед на Севина Геннадия. И опять положение вне игры. И предупреждение получает наставник команды СКА Хабаровск. Сапежников Александр. Замену готовит команда СКА Хабаровск. Вместо 11 номера Плетницева Данила на поле вышел Каменев Арсений, номер 21. С мячом Госи, перевод на правый фланг. Хусейнов Артем с мячом. Пытается один пройти тройку игроков в белой форме. И здесь вперед делается передача на Долин Никиту. Звучит свисток. Нарушение правил и желтая карточка. Сейчас посмотрим. И желтую карточку получил Секерин Артур, номер 6. А это уже 73-я минута матча. Игра продолжается 90 минут. 2 тайма по 45 минут. Ну, плюс, конечно, еще добавленное время. Если на то решит судья. Подача в штрафную. Первый на мяче Хабаровск. Кириенко здесь не точно набрасывает в зону, где никого не было, кроме вратаря. Хабаровчан. Не видит, куда делать передачу. Диагональ уже ждут защитники. Нерасчетливо Зайцев играет, но здесь уже капитан команды спортивной школы Сахалин Полякин. Полякин Егор в подкате. А вот вводят игроки команды СКА. Передача назад. Поперек. Все это защитники вратарю. Направо. Дальше по правому флангу. И там Хусейнов Артем активный. Но не проходит у него передача поперек поля в штрафную. Причем хозяева. Не дошла передача до Кириенко, но тем не менее аут. Аут вводят хозяева. Опять у мяча Шрейдер. Наброс на Друсалевича. Но не точно. Вот Василишин отрабатывает в обороне, но что-то перемудрил. Мяч остался у Хабаровска. Здесь он доработал, выбив мяч.
Хорошо сыграл Зайцев Илья в отборе. Ну, здесь уже, да, здесь уже, как говорится, прямыми ногами спереди. Желтая карточка. Ее получил Серин Геннадий, номер 24. Кому-то была показана желтая карточка на скамейке запасных. Но это не главному тренеру. Передача вперед. Мяч попадает в Кириенко, но да, заплел ноги сопернику. И с мячом Хабаровск тут же посылает мяч на правый фланг. Опять Хусаинов с мячом. Смещается в центр. Секерин. Баранов. Вот, дошли почти до штрафной хабаровчане, но голубый Фельдмир выбивает мяч. Быстро вводит, опять мяч у вратаря. Перевод на левый фланг. Это что-то такое было неоригинальное в исполнении Долина Никиты. И непонятное как для него, так и для его партнеров. А идет уже 78-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». На подборе первые хабаровчане. Неточный пас. И опять потери. И опять заброс на Долина. Передача своему вратарю. Тот переводит на левый фланг. В середину. И вот прочитал Свиридов. Здесь, да, только за счет нарушений. Простите, это не Свиридов, это у нас Ким Олег. Подкрался, так сказать, незаметно и украл мяч, предугадав события соперника. У мяча Долин. Судья опять успокаивает, призывает эмоции немножко успокоить, убрать в сторону ненужные. Так, подача. И в итоге Тимур Дусалевич нарушает правила в борьбе за мяч. Опять начало через линию. Защита длинная, диагональная. Ну, здесь по центру. Свалился мяч. И мячом овладел Щепанский Артем. Нарушение правил со стороны гостей, хозяева. Хозяева не торопясь. Тут нарушение правил на Василишине. Толчок в спину.
Здесь уже штрафной может быть более опасен. У мяча Долин. Подача в сторону вратаря. Не успел выйти Ляхов Богдан, но тем не менее ничего с этого момента выжать не могли игроки в белой форме. Аут. Да, немножко поторопился Кириенко. Не оценил ситуацию. Ну что ж, молодые парни. Здесь не поняли друг друга. И мяч в итоге у команды спортивная школа Сахалин. Щепанский по центру выбивает его вперед. Защитники головой. На подборе первые. На подборе Сахалин. И в итоге заработали аут. Да, передача поперек к воротам. Неточно и угловой. Подают хозяева. А к угловому флажку не торопясь идет Никита Долин, но тем не менее судья просит его побыстрее вводить мяч. Подача и опять вратарь Ляхов Богдан сложился с правого угла нижнего. И здесь индивидуальная игра Олега Кима привела к тому, что на нем нарушили правила. Все больше остроты приобретают штрафные, все ближе и ближе к линии ворот. Смотрим на этот раз. Да, подача на дальнюю штангу. В итоге мяч вылетает за линию поля. Аут. Опять начало атаки через линию обороны. Ну, здесь Василишин нарушил правила. Свободный удар. Одна и другая команда пытается взять мяч под контроль. И вот Хусаинов Артем увидел на правом фланге своего партнера, сделал передачу. Проход по правому флангу. В итоге прострел и мяч защитники вынесли за линию штрафной. Хабарс продолжает владеть мячом.
Подача на прострел долу ворот. Опять вынос. Кириенко не смог совладать с мячом, поэтому Хабаровск продолжает атаку. Здесь опять остановка игры. На этот раз на поле лежит игрок команды СКА. Тут же производится замена. Вместо Филиппова Никита номер 9 на поле вышел Уйба Вячеслав номер 19. Ну вот, наконец доктор вышел на поле. Две вынужденные замены уже в сегодняшнем матче были. Неужели третья? Итак, вместо 6-го номера Секерина Артура на поле вышел Сафонов Глеб, номер 15. А идет уже 88-я минута встречи. Ну, было немало остановок, поэтому судья встречи обязательно добавит время к основному времени. Удар поворотом блокирован защитниками. Вынос вперед. Но там никого нет. Опять Хабаровск с мячом. Видно, что последние минуты матча они уже начинают создавать давление на ворота хозяев. Удар поворотом, но это оказалось легкой добычей для Щепанского. Опять мяч у Хабаровска. Безадресно вперед. Там Шейдер первый на мяче. Друсалевич Тимур с мячом по левому флангу среди двух пытается сделать передачу Кириенко, но не точно, и с мячом хабаровчане. Завязалась борьба. И вот передача на 7-го номера Хусаинова. В итоге, да, пробил неожиданно. Не видел Щепанский момент удара, и только последний момент. И вот судья фиксирует игру рукой. 11-метровый удар. С мячом капитан хабаровчан Зарецкий Ростислав. Ну что ж, посмотрим за дуэлью Зарецкого и Щепанского. Противостояние. Итак, свисток, разбег. Удар. Гол. Ну, хороший удар. Еще становится 1-1. Основное время
матча вышло. И судья добавил 6 минут. И вот буквально на последней секунде основного времени хаврачане сравнивают счет 1-1. Ну плюс еще 6 минут добавленного времени. Ну, там никто не борется за этот мяч. Зайцев в штрафную. Неудачный вынос. Аут. Вводит СКА. Но это, конечно, неправильный ввод мяча. Поэтому с мячом хозяева. Василишин пытается сохранить мяч. В итоге падает, но свисток молчит. Зайцев Илья перехватывает мяч, делает передачу вперед на Кириенко. Да, но защитники помешали ему. Но до этого судья перенес штрафной совсем в другую сторону. До этого было нарушение. Подбор за гостями. Он достает мяч. Игрок СКА Хабаровский от ворот. Играют хозяева. Вот здесь, по-видимому, уже никакого розыгрыша не будет. Не так много времени осталось, поэтому Артем Щепанский показывает всем видом, что будет выносить мяч далеко. Так оно и есть. Но здесь толчок. Помощник сигнализирует главному арбитру, что был толчок руками, но главный арбитр показал жестом, что все было нормально. Играем. Аут. Не смог Долин принять мяч. В итоге Хусаинов делает передачу налево. Подача на дальнюю штангу. В итоге сброс вдоль ворот и мяч выше ворот. Выше ворот. Пробивает Гончарук Дмитрий. Снова Щепанский с мячом. Сброс головой на Друсалевича от Фоменко. Опять Фоменко с мячом. Он не дает ему пройти. Взаимная серия ошибок. В итоге продолжается. Да. Мяч переходит от одной команды к другой в средней части поля. Ну, здесь непонятный сброс Кириенко на Василишина на 2 метра. Ну, здесь первый на мяче Зарецкий Ростислав. Не дает Данилину принять мяч. Аут бросают гости.
Помощник арбитра показывает, что мяч покинул поле. Аут со стороны хозяев. И заброс опять на Василишина. Вот первым был на мяче Головнин. Так, нарушение правил со стороны хабаровчан. Я напоминаю, что к основному времени тайм был добавлен 6 минут. Так, подача. Фоменко опять на мяче, но это не сильный удар. Итак, звучит свисток. Игра между командами спортивная школа Сахалин и СКА Хабаровск закончилась со счетом 1-1. Я благодарю всех за внимание. До свидания и до скорых встреч.